Здравствуйте, дорогие друзья! К столетнему юбилею Сырбая Мауленова библиотека филиал номер 6 подготовила видеоальбом «Сырбай Мауленов из рода Акынов». Казахская земля полна музыкой. В песнях отражена история, думы, мечты, горести и радости казахского народа. Хорошая песня ценилась дороже всего. Безмерным уважением пользовались народные акыны, создатели и исполнители песен. Сырбай Мауленов, современный казахский акын, родился сентябрьским днем 1922 года на берегу тихой реки Тургай в Джангильдинском районе Костанайской области. Края эти всегда славились как родина батыров и как родина народных певцов-акынов. Народным певцом акыном осознавал себя и Сырбай Мауленов. Из рода акынов я весь на виду, с доброю отцов я из рода певцов. Уже в первых своих стихах, появившихся в печати начиная с 1938 года, поэт заявил о себе как об особом даровании. Особый поэтический голос Сырбая Мауленова уже тогда отличался плавностью, певучестью интонаций, яркостью образов. И все же совершенно самостоятельный, искренний и сильный голос поэт обрел в годы Великой Отечественной войны, когда Сырбай Мауленов защищал свою большую советскую родину от ненавистных захватчиков. Его призвали в Красную армию в 1940 году. На фронте Сырбай Мауленов с 1942 года заместитель командира стрелковой роты, позднее политрук, он защищает Ленинград. В руки солдата попадает поэма Николая Тихонова о 28 гвардейцах-панфиловцах. Прочитав строки «Хвала и честь политрукам, ведущим армию к победе», политрук Мауленов пишет автору письмо. Николай Тихонов без промедления отвечает: «Я очень рад, что молодой казахский поэт с оружием в руках защищает наш любимый Ленинград. Настанет время, и мы встретимся с вами в освобожденном от блокады городе. Будем читать стихи и говорить о Великой войне советского народа с фашистами, как о прошедшем». Под Ленинградом я с глазу на глаз встретился со смертью, признавался он. Война сделала меня поэтом крепкого, динамичного ритма, более лаконичным. Война внесла в мою поэзию свои ритмы, гул и грохот. Я пишу лаконичные стихи, потому что на войне подвиг и смерть совершались в одно мгновение. Поэт вспоминал, как в мерзлых окопах у великого города бойцы готовились к прорыву блокады. Грохот, огонь и ни с чем не сравнимая тяжесть тишины последнего мгновения перед рывком вперед, туда, навстречу жизни или смерти. За нами с титаническим напряжением дышал город, и сердце билось. Ему жить, нам жить. Тяжело раненый в госпитале, я вспоминал друзей-однополчан, живых, а больше тех, кто ушел в бессмертие. Я открывал в себе какие-то новые тайны. Мной как бы все переоценивалось. Земля в окопе перед последним броском была не мерзлой, теплой. К ней прижимались, как к груди матери. От нее набирались силы. Она хранила нас за то, что мы не отдали ее. И она знала: никогда никому не отдадим. Награжденный медалями за отвагу и за оборону Ленинграда, поэт всю жизнь оставался верен трагической военной теме – памяти погибших друзей. Именно обостренное чувство ответственности перед теми, кто не возвратился, помогло поэту не только писать о прошедших сражениях, но и с предельной открытостью, душевной самоотверженностью рассказывать о действительности, освобожденной от страха горькой гибели. Сырбай Мауленов, соғыстан қайтқан солдаттар, жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір, хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды отты, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарым келер деп, төрінен сайлап орында, батысқа қарап елеңдеп, ару жүр тосып жолыңды. Көтерді бәрін ауырдың, азамат болып ардақтар, көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған ана жыл, көкемді айтпай танырмын деп бір сәби бала жүр. Қайырылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар, көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Послевоенная жизнь Сырбая Мауленова до краев заполнена и стихами, и общественной работой. Журналист, литературный консультант,
главный редактор газеты «Казак Адебияты» и журнала «Жулдыз». И все время неустанное творчество, стихи и переводы. Сырбай Мауленов вдохновенно, с большой точностью воспроизводя интонацию и смысловую неповторимость оригинала, переводил на казахский язык Байрона, Ломоносова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Бунина, Есенина, Маяковского. Первый сборник стихов Сырбая Мауленова вышел в 1948 году. С тех пор вышло свыше 30 поэтических книг. Большинство произведений Сырбая Мауленова переведено на русский язык и языки народов СССР. Поэтические сборники «Новая весна», «Синие горы», «Апрельский дождь», «Зорница» изданы в издательстве «Советский писатель». Сборник стихов «Листья горят» выпущен издательством «Художественная литература». Поэт посвящает многие свои произведения теме дружбы, братства людей разных народов. Он горд, что имел в своей жизни много настоящих друзей. Где б ни шел я был не одинок. Где б ни плавал, был я не один. Всюду находил друзей. У меня их много, как дорог. У меня их много, как вершин. У меня их много, как степей. Отец 7 детей, хороший семьянин, глава гостеприимного очага. Сырбай Мауленов безмерно любил жизнь во всех ее проявлениях и над всеми бедствиями и тревогами, сомнениями и страданиями брал верх спасительный, жизнелюбивый характер поэта. Сырбай Мауленов получил благословение классиков казахской литературы, и вся его жизнь и творчество были посвящены воспитанию молодежи высших принципов правды, гуманизма, справедливости и любви к своей родине. Его поэзия созвучна стихам великого Абая, она проникновенна, образна и лаконична. Человек высокой внутренней культуры, он был нравственным ориентиром для молодого поколения, наставником многих начинающих писателей. Стихи Сырбая, посвященные сыну, стали заветом всему молодому поколению Казахстана. В непроглядные дни без просвета надо верить, что солнце есть где-то. Принимая удары стихии, надо верить в дни неплохие. Чище мир после ливня и снега, в безысходности верь в человека. Он взломает забитые двери, путы тяжких невзгод разрубя. Но тебе, чтобы в это поверить, надо прежде поверить в себя. В этих проникновенных строках неиссякаемый оптимизм мудрого, многое пережившего человека, его непоколебимая вера в человека, надежда на его светлое будущее. Өлен өлкесіне келген әр ақын сырбайша оқуға, сырбайша жазуға, сырбайша сөйлеуге ұмтылады. Қазіргі әдебиеттегі 60-ға келгендер мен төменгі буынның барлығының болмысында міндетті түрде Сырбайдың рухы, Сырбайдың әсері бар. Сырбай Мауленов тек өз мектебі бар ақын ғана емес, қазақ поэзиясын жарқыраған жаңа кезеңге көтеріп бере алған кемел құбылыс. Сырбай Мауленов 1993 жылы 71 жасында дүниеден өтті. Сырбай қазақтың ұлттық әдебиетінің классигі.